Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия энергетики, это ТЭЦ, остальные котельные, предприятия перерабатывающей промышленности, которые в своем производстве используют мазут, твердые топлива, уголь и другие топлива. А также 65-70% загрязнения, доля загрязнения приходится на выбросы от автомобилей. Мы 2 дня назад были в горах, посмотрели на город. В основном в зимнее время добавляется к загрязнению атмосферного воздуха выбросы загрязняющих веществ в результате отопления частного жилого сектора. Ну еще я могу сказать по транспорту, количество частного транспорта. Количество вообще транспорта в городе с каждым годом увеличивается. По данным 2016 года в Бишкеке 320 тысяч было зарегистрировано автотранспорта. Вместе с транзитным транспортом до 500 тысяч транспорта. И представьте себе, вот по некоторым данным наш город рассчитан на 50-60 тысяч автотранспорта, а здесь в 10 раз больше автотранспорта. Вот от их выбросов увеличивается загрязнение атмосферного воздуха. У нас тут 2 основных причины. Одна причина – это географическое положение, и вторая причина – это вот вина человека. И первая причина связана с тем, что город находится в котловине, но и в этой котловине очень слабая продуваемость, и поэтому у нас очень редко бывают достаточно сильные ветры, и в основном воздух застойный. А мы видим, что все улицы сейчас заткнуты, нет ни одной сквозной улицы. Дым является основной причиной развития респираторных заболеваний, то есть заболеваний дыхательной системы, таких как бронхит, бронхиальная астма и очень частых заболеваний у детей, то есть они очень часто страдают различными аллергическими заболеваниями из-за того, что они дышат вот этим вот загрязненным воздухом. Очень часто проявляются снижением иммунитета и частыми простудными заболеваниями. У тех, кто имеет, допустим, бронхиальную астму, у них чаще происходят обострения. Обострение – это частые приступы удушья, то есть, естественно, из-за того, что воздух нечистый, и особенно те, которые проживают возле ТЭЦ в каком-то определенном радиусе, они подвержены более частым обострениям и более серьезным осложнениям.